Последнее время, возможно, в свете политических событий в Беларуси у многих людей возникает вопрос, а можно ли поменять веру, и если да, то как же перейти в католическую церковь? Многие сразу же встречаются с возражением своих близких, что, дескать, веру поменять нельзя. Ну, а как по правде? Дорогие друзья, хочу напомнить, что меня зовут отец Андрей Буйнич, я священник Белорусской греко-католической церкви. А теперь перейдем к нашей теме. И хочу сразу же отметить, что мой ответ будет состоять из 3 блоков. Первый блок – предубеждения. Тут я скажу несколько слов о том, какие именно предубеждения наши и наших близких мешают нам перейти в католичество. Второй блок – а зачем мне это? И в этом блоке мы поговорим о мотивациях, наших мотивациях, что подталкивает нас изменить вероисповедание. И, наконец, третий блок, и в нем я расскажу несколько слов о своем опыте перехода в католическую церковь. Предубеждение. Начнем с того, что вера – это не какая-то данность, которая заложена в нас с рождения. Вероисповедание – это не цвет кожи или волос, не принадлежность к мужскому или женскому полу. Вера – это определенный набор убеждений, к которым человек приходит со временем и на основании их причисляет себя к той или иной религии, либо к какому-то другому мировоззрению. Иногда говорят, что, дескать, нельзя предавать религию своих отцов и дедов. Такая позиция, конечно же, полная глупость, так как наши отцы и деды могли исповедовать совершенно разные религии. Таким образом, следуя подобной логике, мы можем прийти к выводу, что нам вообще следует стать язычниками, так как наши предки были таковыми. Еще одно забавное предубеждение, которое можно встретить у белорусов, это то, что если ты католик, то значит ты поляк, а если православный, то обязательно русский. Легко заметить, что в таком мировоззрении нет места представителям других народов. И бедный белорус должен как бы с выбором религии поменять свою национальность. Мне рассказывали, что и в России рассуждают похоже, а именно, что наиболее качественными католиками должны быть якобы поволжские немцы. И, кстати, если кто-то смотрит меня из России, напишите в комментариях, правда ли это. Кроме этого, мне часто приходилось слышать благочестивые рассуждения следующего типа. Ну, зачем переходить? Гораздо важнее познать свою веру. Можно быть христианином и в православии, в протестантизме. Просто спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. Лично я с такими рассуждениями не согласен, так как они подразумевают равнозначность православия и католичества, либо равнозначность католичества и какой-либо другой религии. А это, по моему глубокому убеждению, не так. И кроме этого, такие рассуждения, не отвечают на наш внутренний вопрос, не объясняют наше внутреннее желание стать католиком. Таким образом, давайте обратимся к этому нашему внутреннему желанию и спросим, откуда оно? Ведь, чтобы ответить на вопрос, как поменять веру, следует сначала ответить на вопрос, а зачем мне это? А зачем мне это? Да, друзья, очень важно понять, какая мотивация нами движет. Возможно, кто-то хочет перейти в католичество, так как его привлекает эстетика богослужения. Возможно, кто-то познакомился с дружелюбным и открытым священником, а кто-то хочет принадлежать более европейской церкви. Все это может иметь место, но на самом деле это не должно быть вашим решающим мотивом. Решающий мотив – это желание принадлежать церкви, в которой находится полнота правды. Да, друзья, и не соглашайтесь на меньшее.
Перейти в католичество – это не поменять место учебы или работы. Перейти в католичество – это прежде всего принять Иисуса Христа как своего Спасителя, Господа и Бога. Перейти в католичество – это значит поменять свою жизнь. Естественно, речь не идет о каких-то мгновенных переменах, но о дороге перемен, которую вам предлагает Господь и Его Церковь. Таким образом, если вы просто хотите из православного атеиста стать католическим атеистом, то не делайте этого, таких и без вас пруд пруди. Как я стал католиком? Друзья, как и обещал, хочу сказать вам несколько слов о том, как я стал католиком. И, кстати, если кто-то хочет поделиться с нами подобной историей, то может это сделать в комментариях. Итак, я был крещен в детстве православным священником и воспитывался в обычной, совершенно обычной советской семье. И поэтому, наверное, в храм я попадал, может быть, раз или два раза в год. Когда я стал студентом и начал жить в Минске, то обострились мои поиски самого себя и Бога. Наверное, так бывает с каждым молодым человеком. Поскольку я учился на механико-математическом факультете, то имел представление о том, что такое доказательство, и уже знал, что доказать существование Бога, так же, как и доказать то, что Он не существует, просто невозможно. Во мне, однако, была убежденность, а может лучше сказать вера, что Бог существует. И с этой убежденности началась моя дорога поиска и обоснования своих религиозных взглядов. Прежде всего, я обосновал свою веру в существование единого Бога, затем обосновал свою веру в Иисуса Христа, а после этого обосновал выбор христианской конфессии. Ну, конечно же, в реальной жизни было не все так схематично и просто. Я проходил через сомнения, дискуссии и споры со своими товарищами по учебе и общежитию. В поисках правды я посещал различные христианские общины Минска. Однажды я познакомился с молодежной, харизматической римо-католической общиной, а уже через нее узнал о существовании белорусской греко-католической церкви. А когда я попал в греко-католический приход, мне захотелось стать священником, чтобы помогать ищущим веру обретать ее. Вместо заключения. Католическая церковь, друзья, неоднородна. В ней уживаются всевозможные литургические обряды и традиции. Белорусская греко-католическая церковь – это, если говорить кратко, такая православная церковь, которая подчиняется апостолу Петру наших времен, римскому папе, и через это находится в единстве с католической церковью, является ее частью. В католической церкви существует правило: если кто-то переходит в нее из православия, то этот кто-то становится католиком восточного обряда, то есть греко-католиком. Греко-католики были всегда в церкви, мы не нововведение XVI века. Впрочем, это тема для отдельного видео, и напишите в комментариях, знали ли вы об этом нюансе и хотите ли, чтобы я снял об этом отдельный ролик. На своем пути к католической церкви, как я уже заметил, я прошел путь развития и обоснования своей веры. В церкви такой процесс называется катехизацией и воцерковлением. Я прошел эту дорогу самостоятельно при поддержке, конечно же, многочисленных друзей и священников. Обычно же в католических приходах существуют уроки катехизиса, куда приходят те, кто желает присоединиться к католической церкви. Сегодня, уже будучи католическим священником, я понимаю, как важно на первых этапах религиозного поиска разобраться в основах веры и учения католической церкви. Специально для вас, друзья, я создал видео-плейлист, куда закачиваю свои уроки по катехизису. Поэтому не откладывайте на завтра то, что можно сделать уже прямо сейчас. Переходите по ссылке и смотрите первый урок. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и задавайте ваши вопросы в комментариях.
Не бойтесь искать правду и становиться католиками. Да, друзья, очень важно понять, какие мотивации нами движут. Возможно, кто-то хочет перейти в католичество, так как его привлекает эстетика богослужения. Возможно, кто-то познакомился с дружелюбным и открытым священником. Решающий мотив – это желание принадлежать церкви, в которой находится полнота правды.